Привет! Сегодня предлагаю поговорить об особенностях симптомов отвыкания. Дело в том, если ты не знаешь какую-либо определенную особенность, то велик риск сорваться. Поговорим об этих нюансах, об неочевидных признаках симптомов отвыкания, которые нужно знать, если ты хочешь действительно бросить пить навсегда. Этих особенностей очень много, я затрону лишь основные. И начнем с первой особенности, это нелинейность убывания. Кто не знает, что такое симптом отвыкания, обязательно посмотрите видео про симптомы отвыкания. Скажу, что это есть долгосрочные последствия после употребления алкоголя. Симптомы отвыкания начинаются только спустя несколько дней после начала воздержания от алкоголя. К симптомам отвыкания относятся беспричинные чувства тревоги, беспокойства, когда кажется, что в жизни идет что-то не так, повышенная напряженность и так далее. Это долгосрочные последствия от алкоголя, которые длятся от 6 до 18 месяцев, в зависимости от того, сколько ты до этого употреблял алкоголь. Да? И очень важно знать, представлять себе природу симптомов отвыкания, понимать, что это лишь последствия употребления алкоголя, это не что-то с тобой не так происходит, да, это лишь то следствие, которое нужно переждать. Надеюсь, есть основная база по симптомам отвыкания, и первой особенностью является их нелинейность. Что означает нелинейность? Многие люди ошибочно полагают, что если они бросают пить, то у них должно ежедневно улучшаться состояние. Им кажется, ну раз я не пью, я начал вести трезвый образ жизни, то мне должно быть лучше и лучше. Однако такого на практике не происходит. А происходит следующее. Возможно, первые 2 дня ты полон мотивации, да, тебе хочется начать новую жизнь, да, но большинство людей срывается в первую, во вторую неделю, да, ну максимум месяц. Дело в том, что со временем состояние начинает ухудшаться. Это связано именно с тем, что начинают появляться те самые симптомы отвыкания. Беспричинные чувства тревоги, приходит какое-то беспокойство, какие-то навязчивые мысли, общая подавленность, угнетенное состояние, да, и ты можешь посмотреть и сказать: я бросил пить, а мне стало хуже. Да, то есть, может быть, мне нужно начать пить, и, конечно, такую идею предложит твой мозг, да, чтобы убрать внутреннюю боль, внутренние спазмы, которые приносят те самые симптомы отвыкания. И, возможно, выпив на время, ты уберешь симптомы отвыкания, но заложишь еще на дольше, на больший период те же самые вот эти симптомы отвыкания, которые потом с успехом будешь снимать алкоголем. Это смертельная западня, это и есть зависимость. Как я говорю, что большинство людей уже сами не определяют, когда они будут и сколько будут пить уже алкоголь. Алкогольная зависимость сама диктует, когда и сколько вы будете пить. И иллюзия, что вы сами определяете, это должна... Во-первых, она должна разрушиться, да, то есть осознаваться на таком уровне. Что означает нелинейность? Нелинейность означает, что вам может быть в процессе выздоровления, который действительно носит долгосрочный характер, то лучше, то хуже, да, то есть у вас завтра может улучшиться состояние после того, как вы бросили пить. Послезавтра может стать хуже, а через неделю у вас может одолеть такой страх, такое угнетенное состояние, что вы не будете вообще знать, что делать, вам будет казаться, что вы можете просто сойти с ума. Да? Это все проделки зависимости, это не более чем симптомы отвыкания. Важно понимать, что вот этот страх, он иллюзорный, то есть за страхом ничего не стоит. Это лишь попытки зависимости вернуть вас обратно. Этого не понимает 90% людей, они срываются. Они считают, что вот эта боль внутренняя, вот это беспокойство может их убить, и поэтому они выпивают. Им кажется, лучше я выпью, чем я там умру или у меня будет нервный срыв. Все это не более чем иллюзия, такая большой театр зависимости. Поэтому помните, что после того, как вы бросаете пить, не будет такого, что ваше состояние будет постоянно улучшаться. Может быть то хуже, то лучше, то опять лучше, то хуже. Но в долгосрочной перспективе симптомы отвыкания, они всегда убывают. То есть, что это означает? Если вы посмотрите период своего состояния в неделю или в 2, вы можете даже увидеть ухудшение состояния, что через 2 недели, как вы бросили пить, вам стало хуже. Через месяц у вас как будто состояние хуже, чем после первого дня. Но если вы посмотрите долгосрочный период, например, в полгода или год, вы увидите нисходящую динамику, что симптомы отвыкания, вот эти неадекватные чувства, они убывают, и вам становится непременно лучше. Я рекомендую рассматривать именно долгосрочный период, например, минимум в полгода, в год, да, смотреть. Помимо того, симптомы отвыкания, они приходят все реже и реже.
И мы переходим плавно к второй особенности их, это периодичность. Периодичность означает то, что у вас не будет такого всегда. Это состояние, оно не длится 100% от вашего дневного времени. Эти симптомы приходят периодически, они приходят, то отступают. Вас может накрыть в пятницу вечером, вас может накрыть ни с того ни с сего в обед в понедельник, да, или с утра. Но вам нужно понять, что эти состояния приходят периодически, со временем их будет меньше. Следующая особенность симптомов отвыкания, о которой я хотел бы поговорить, это, наверное, их временность. Потому что в чем заключается ловушка? Ловушка заключается в том, что многие люди полагают, что такое состояние будет всегда, что я бросил пить, меня штормит, у меня такое угнетенное состояние, меня все раздражает, я думаю, что это состояние будет со мной всегда. Но такого не будет постоянно с вами, да, это временное состояние. Временность, этот фактор, это особенность, опять-таки, которую не знают многие люди. Нужно постоянно себе напоминать, что эти состояния временные, что симптомы отвыкания, они со временем пройдут. Поэтому помимо того, что вы понимаете, первое, что это неадекватные чувства, второе, что они со временем вообще проходят, а третье, вам нужно понять, что эпизод симптомов отвыкания, он ограничен во времени. То есть как бы вам ни было плохо, как бы вас внутренне не разрывало, какая бы ни была внутренняя боль, помните, что это временное состояние. Как было написано на кольце у Соломона, и это пройдет. Да? То есть так он себе напоминал, что какое бы ни было плохое состояние, это всего лишь временное. А ваше постоянное спокойное состояние, это то, к чему вы стремитесь. Следующая особенность симптомов отвыкания, что симптомы отвыкания сами по себе, еще раз напомню, что это такое: беспокойство, тревога на психическом уровне, да, состояние угнетенности, состояние ущербности, чувство вины. Вам кажется, с вами что-то не так, что вы какой-то не такой, что на уровне мышления это негативное мышление, это физические симптомы отвыкания, зажатия головы, спазмов в центральной области груди, это главный симптом отвыкания, если вы помните. Эти все симптомы отвыкания, они могут приходить в разном сочетании и с разной интенсивностью. Грубо говоря, сейчас ко мне может просто прийти, например, спазм в области груди и поникшее негативное состояние. А через неделю ко мне могут прийти поникшее негативное состояние, спазм в области груди, зажатие головы, негативное мышление, подавленность. То есть образуется так называемый синдром отвыкания или синдром срыва. Я его называю как алкогольный симптом отвыкания, что именно в нем проявляется эта вся сила зависимости, да, когда вас с особой силой одолевает несколько симптомов отвыкания, каждый из которых большой по величине. И тогда действительно приходят такие мысли о том, что же мне делать, то есть как это убрать и так далее. Следующая ошибка, которую совершает человек, не зная особенностей симптомов отвыкания, вы пытаетесь убрать симптомы отвыкания. То есть когда они приходит боль, вам охота ее убрать. В чем заключается ошибка? Да в том, что симптомы отвыкания это всего лишь следствие. Это следствие вашего прошлого употребления алкоголя. Вы не можете работать со следствием. Поймите, причина была в прошлом. Если вы будете стараться убрать симптомы отвыкания, они будут увеличиваться. То есть ваше негативное состояние, оно будет рождать еще больше беспокойства. Беспокойство усиливает симптомы отвыкания усиливают беспокойство. То есть это гремучая смесь, из-за чего вы будете все больше увеличивать на самом деле вероятность своего срыва. А что же нужно делать? Нужно понять, что это следствие прошлого употребления, и не нужно стараться их убрать. Их нужно принять и просто переждать. То есть не нужно бороться с воздушными замками, да? Я бы так сказал. То есть нужно просто их переждать, принять, понять, что это неадекватные чувства. Важно их осознать. Одно осознание, если вы хотите убрать, знаете, что одно осознание симптомов отвыкания, отказ от борьбы, отказ от их рациональности, потому что это, как я говорю, симптом отвыкания, это сама нерациональность, это неадекватные чувства, у них нету реальной адекватной причины, да, то есть, например, у меня случилась проблема в жизни, я чувствую себя плохо, симптомами отвыкания не так, у них нету внешней причины. Следующая особенность симптомов отвыкания, к которой мы переходим, это то, что ваш мозг, он навешивает внешнюю причину, внешнюю лжепричину. Это называется процесс рационализации. То есть у нас первый принцип, что симптом отвыкания – это неадекватные чувства, у них нет внешней причины, и вы должны это себе напоминать. Если вы не будете этого делать, ваш мозг
в 100% случаев придумает вам внешнюю причину. Например, я чувствую себя плохо из-за того, что у меня проблемы в жизни. Я чувствую себя плохо из-за того, что у меня проблемы там в семье. Я чувствую себя плохо из-за того, что там у меня нет машины. Я чувствую из-за чего. То есть для мозга важно все объяснить. Не важно, что это будет неправильным объяснением. Да? Ему важно просто найти объяснение. И все. Но вы должны напоминать, что у симптомов отвыкания нету реальной причины. Если вы попадете в эту ловушку, если вы будете считать, что вот у вашего теперешнего негативного состояния есть какая-то адекватная причина, то риск срыва будет возрастать. Почему? Потому что вы вступили в игру. Вы начали считать, что симптомы отвыкания – это ваши реальные чувства. Но это не ваши реальные чувства. Какими бы сильными они ни были, знайте, что это всего лишь последствия прошлого употребления алкоголя. В принципе, вот основные особенности симптомов отвыкания, которые нужно знать. То есть главное понимать, что симптомы отвыкания неминуемо со временем проходят. Самое лучшее, что вы можете сделать для себя, это осознать симптомы отвыкания, то есть понять, что это не ваши реальные чувства, какими бы они вам ни казались. Понять временность эпизода симптомов отвыкания, да, перестать связывать симптомы отвыкания с внешней причиной, то есть отделиться, как бы брать мысленные ножницы, да, и разрезать вот эту связь с внешними причинами, то есть не навешивать проекцию. Помните, что если вы навешаете проекцию на внешние обстоятельства, то вы будете увеличивать собственный срыв, да, сами того не понимая. Поэтому прекращайте любые рассуждения, когда действуют симптомы отвыкания. Главное, их вовремя осознавайте. Помните, есть один закон, что со временем после начала вашего воздержания от алкоголя неминуемо ваша нервная система начинает восстанавливаться. Симптомы отвыкания в долгосрочной перспективе всегда проходят при условии, что вы отказались от всех видов зависимости, от зависимого поведения и прекратили употреблять алкоголь и другие наркотики. Поэтому вот такая информация. Применяйте эту информацию в своей жизни. Еще больше информации о симптомах отвыкания, о том, как их преодолевать, уже рассказано в видеотренинге «Арсенал трезвости». Кстати, сейчас я выпустил уже новую часть 2.0, поэтому я рекомендую всем, кто хочет заложить мощный фундамент для своей трезвости, обязательно пройти данный видеотренинг, закрепиться в трезвости. Да. В этом видеотренинге информация предоставлена по полочкам от А до Я, то есть все пошаговые технологии, техники, которые вы можете только знать и применять для того, чтобы начать жить трезво, комфортно и с удовольствием. Поэтому ссылка будет в описании. Проходите видеотренинг, и мы увидимся с вами в следующих видео. Всем пока!